Таджикские власти решили взять ситуацию в свои руки. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, когда в Душанбе могут пройти переговоры между талибами и таджиками Афганистана. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Переговоры между силами сопротивления Афганистана и талибами пройдут в Таджикистане. Об этом заявил президент республики Эмомали Рахмон по итогам встречи с главой МИД Пакистана Имран Ханом. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Имран Ханом 17 сентября заявил, что Душанбе и Исламабад договорились содействовать переговорам между Талибан и таджиками Афганистана в таджикской столице. Эмомали Рахмон также заявил журналистам, что в ходе встречи с премьер-министром Пакистана особое внимание было уделено проблемам Афганистана. Президент Таджикистана подчеркнул, что соседи Афганистана больше всего заинтересованы в восстановлении мира и стабильности в этой стране и уделяют особое внимание возрождению национальной экономики Афганистана. В этом контексте была выражена надежда, что мир и стабильность в этой соседней стране будут восстановлены в ближайшее время и будут учтены интересы всех политических и этнических групп в Афганистане. Эмомали Рахмон еще раз обратил внимание мирового сообщества на то, что правительство Таджикистана поддерживает инклюзивное правительство в Афганистане с участием представителей всех социальных групп. Эмомали Рахмон отметил, что Таджикистан и Пакистан пришли к соглашению направить все усилия для достижения этих целей. Как вы относитесь к такой инициативе таджикского правительства? Считаете ли вы его правильным? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Мы обсудили пути, как мы можем гарантировать или содействовать все возможное, чтобы в будущем в этой стране были мир и стабильность. Конфликт, вызвавший озабоченность наших стран, это конфликт в Паншере между таджиками и талибами. И мы сегодня пришли к такому решению, что будем стараться изо всех сил. Вы, господин президент, используете свое влияние на таджиков, а мы будем стараться изо всех сил договориться с пуштунами или талибами. Мы сделаем все возможное, чтобы существующие разногласия между ними разрешились путем диалога. Мы будем настоятельно призывать их к формированию инклюзивного правительства, что важно для многонационального Афганистана. В Афганистане 45% пуштунов, также огромное национальное меньшинство таджиков. В этой стране также есть хазарийцы и узбеки. Таким образом, прочный мир в Афганистане возможен только при инклюзивном правительстве, заявил премьер Пакистана. Он отметил, что мы приложим все наши усилия, мы будем настоятельно призывать, зная, что не можем призывать какой-либо стране, но мы приложим все усилия, побуждая их в качестве друзей Афганистана, чтобы они решили проблемы, особенно текущую ситуацию между таджиками и талибами в Паншерской долине. Мы также будем призывать их на основе гуманности прекратить блокаду для поступления гуманитарной помощи в регион, заверил Имран Хан. Также Эмомали Рахмон выразил готовность создать площадку для переговоров между таджиками из Паншера и талибами. Как вы относитесь к такому? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!